Так, ну што, поехали. Начинай. Прывітанне, мы пачынаем наш падкаст. З вами я, Лиза, и... Егор. Хто ты такі? Скорее всего, ты спрашиваешь про мой род занятий, наверное. Да. Чаму я з табой сяжу, абмяркоўваю беларускую нацыянальную ідэю? По образованию я, к сожалению или к счастью, философ, как бы это странно ни прозвучало. Я тоже смеялся, когда мне так в дипломе написали. У меня как бы образование философское, кому еще не выдумать белорусскую идею как философом. И тиктокером. И тиктокером. Я думаю, трэба расказаць, хто такая я. Давай. А я Лиза, я беларус, і мяне цікавіць гэтае пытанне. Сёння мы абмяркуем, што такое беларуская нацыянальная ідэя, патрэбная яна нам, ёсць у нас гэта ідэя ці не, дзе яе шукаць, як з гэтым жыць далей, што такое нацыя, што такое народ. Ну вось так, я як тыповы беларус, нельга так казаць, што я не ведаю нічога, но я як тыповы беларус, я проста не вельмі ў гэтым разбіраюсь. Тянешься к знаниям. Это так, правильно. Таму мы пачнём з самага-самага пачатку. Нацыянальная ідэя — гэта штосьці звязанае з нацыяй. Что такое нация? Вообще, наверное, надо начать с того, что откуда мы вообще задаемся этим вопросом. Да, в детстве нам всем говорят, что мы белорусы. Когда говорят, что ты белорус, ты как бы это воспринимаешь ок и ок, белорус и белорус. А только где-то в школе нам сказали, что можно указать любую национальность. Когда мы там вписывали, у нас был какой-то социологический опрос, нужно было писать свою национальность, нацию. Я заметил, что у нас большая часть класса отметили, что они не белорусы, а русские. Серьезно? Да, и это было странно. Очень странно. Ты типа такой, мы живем в Беларуси. Они такие, а я типа русский. А я русский? Да. А что такое русский? Не знаю. Это говорили самые противные мои одноклассники, поэтому не знаю. У меня ассоциация такая. И, конечно, ты потом начинаешь задумываться, типа, а что это такое? Это люди, которые живут в этом государстве. Но нет, не все же белорусы живут в этом государстве. Ты вот до записи говорила, что около 2 миллионов в эмиграции находятся. И они тогда кто? Они уже не белорусы. А если я еду на отдых и пересекаю границу, то я теперь тоже не белорус, а потом снова белорус. В плане, как это коррелирует? Он из такого-то города. То есть назывались по фамилиям, примерно такая же штука была и с нациями. То есть нация это было что-то тутейшее? Да, но это даже не было как выделенный какой-то конструкт. То есть это было как, обиходное слово, не выделявшееся как... мы зараз уже кажем про то, что слово «нация», оно уже было. Да, слово «нация» бесспорно было, только мы, наверное, пока не можем его зафиксировать точное обозначение, потому что не было как таковой точной науки, чтобы его зафиксировать. Там, а у целом зараз есть что такое нация? Какие-то исследования? Да, сейчас, в принципе, опять же, по поводу этого много споров, если брать науку, то есть два типовых определения, они, собственно, везде распространяются, что нация — это, собственно, население определенного государства, неважно, в эмиграции или нет, то есть по государственному, по политическому признаку, политический конструкт. Либо дается большое определение, что нация — это исторически сложившаяся устойчивая форма людей или общества, объединенных общим языком, и так далее, и так далее. Но вот в последнем определении есть небольшая проблема. Во-первых, это определение, оно есть в основном в советских учебниках, и оно появилось от, скажем так, не совсем эксперта в этой теме, это Сталин. Он это определение дал, написал статью «Марксизм и национальный вопрос», она как-то так называется, и после этого он стал сразу же экспертом в этой теме, потому что как еще, и как это он не эксперт, он же не может что-то тупого сказать. А проблема в том, что в его статье и то, на что он опирался он на Каутского, у них была путаница между понятием «этнос» нация. И понятием нация. Окей, давайте тогда и будем разбираться, что такое нация, что такое этнос. И вот в этом, да, наверное, это основная путаница, которая есть, в принципе. Этнос, когда мы говорим про этнос, мы говорим про общество действительно объединенных общими банально внешними чертами. Не действительно общий язык, но это какая-то локальная небольшая группа людей, объединенных, опять же, скорее всего, общим месторождением и общим, скажем так, генофондом. Как бы это сейчас странно не прозвучало, но они действительно похожи. Генофонд тут можно поспрачаться, потому что у человека с бананом на 70% совпадает генофонд. Просто бананы не отстаивают свою независимость. Мы нация бананов, да. Можно так сказать. Генофонд, фенотипично, люди, звязаныя паміж сабой, падобныя адзін да аднаго, умоўна кажучы, гэта этнос, у іх адна мова, культура уваходзіць у этнос? Культура, больше здесь идет, это как бы биологическое, можно говорить, что культурно-этническое, можно так сказать, наверное, можно.
Этнос понятие более узкое, чем понятие нации. Нация все-таки это понятие более политичное, но более широкое, охватывает несколько этносов, может объединять в себе несколько этнических групп. Этническая группа обычно замкнута и больше основана все-таки на практически семейных, клановых объединениях. Да, туда входит культура как объединяющая, Мгм. но все же эта культура не выходит за рамки определенной, ну, практически биологического объединения. Значит, записали сабе, што ў нацыю можа ўваходзіць некалькі этнасаў. Мгм. Этнас гэта не нацыя, гэта штосьці больш мелкае, скажем Да, так. и когда поэтому говорят, что в Беларуси были все белокожие, светловолосые, голубоглазые, посмотрите на нас. Кто ищет белорусскую как бы национальную идею? От нас ничего нету, том, что написано в учебниках. Как бы это, да, это очень странно, когда говорят, что Беларусь должна быть вот Мгм. такой. Она не должна быть белой, потому что Беларусь изначально как бы, даже если мы возьмем ВКЛ это полиэтническое было государство сходу, с самого своего начала, и не говоря уже о дальнейшем развитии. То есть очень много проживало этносов, очень много национальностей, которые практически Окей, тождественны. а што датычыцца народа? С народом есть уже много вопросов. Если брать, опять же, вот мы будем еще затрагивать проблему нации, ну вообще как она появилась, нация как конструкт. Если мы берем даже французскую идею, то вот народ и нация — это не тождественное понятие. Народ, по словам народ, обычно подразумевалось все-таки низшее, скажем так, сословие, не аристократическое. Те, у которых нет власти, те, у которых нет как таковой культуры, это разговор, это те, кто говорят на разговорном, если мы говорим про французский, разговорный французский язык, нет доступа к письменному французскому языку, то есть к элитарному. И когда произошла французская революция, то как раз-таки вот тогда появилась нация, когда доступ ко всей культуре был у всего народа, вообще у любой части населения, вот тогда это стало нацией. То есть нация охватывает все слои населения и говорит о том, что у всех есть доступ одинаковый к культуре. В обыденной жизни мы можем не разделять эти понятия. Но важно, вот когда даже мы сейчас ищем, важно, наверное, зафиксировать, что мы под этим понимаем, чтобы когда мы говорим, каждый подразумевал что-то, то, что каждый подразумевал то, что понимает и другой человек. Ну, то есть у нас атрымліваецца, што нацыя само слова ў якім стагоддзі з'явілася? Про историю. Просто нация впервые появилась, как зафиксировано, в 1512-м. Так себя назвали Священная Римская Германская нация. Они себя так назвали. При этом под словом «нация» не подразумевалось политического контекста. Это было именно... Они огородили свое государство. То есть вот тут живут люди германского происхождения, это германская нация. В дальнейшем и Лютер, у него были тезисы к христианской немецкой нации, он тоже называл. Потом были уже у Фихта, это, собственно, деятели культуры в основном на нацию ссылались. У него были речи к немецкой нации. И в целом обращались именно к немецкой нации. Я не зря говорю, у других этого слова не было. Потом оно появилось у французов, когда они уже, собственно, совершили свою революцию, и они тогда стали использовать слово «нация» для... Потому что есть такое слово, и оно до іх И падыходзіла. они сепарировались от того, что все, от всего, Ну, это что так было само до. прыклад на 16 стагоддзе. Французская революция — это конец 1989-й, вот, получается, 19. первое слово «нация» появилось Вылась у 16 стагоддзі. в 17-м больше, это был 17-м Вико. стагоддзі. Могу сейчас ошибаться. Скажу еще 18-й, чтобы, если что, подставить. Да, это был еще и Вико. Но, опять же, тогда под нацией подразумевалось то, что думали исследователи из определенного региона. То есть не было какого-то научного исследования. Гуманитарные науки еще не были так развиты, как сейчас. Если мы берем какие-то академические, то это либо население определенного государства, и тогда, здесь подходит объединение, Организация Объединенных Наций, ООН, вот оно и есть, это, то есть просто государство, Беларусь тоже туда входит. То есть ты народился на территории Беларуси, Значит, ты белорус. ты белорус. Но нация. там как бы это общее определение, чтобы оно нужно, чтобы под него подходили все остальные. Но при этом ты можешь себя еще самоощущать белорусом. То есть не обязательно родиться на этой земле или быть даже членом этого государства, чтобы быть белорусом. Умоўна кажучы, ты нарадзіўся за мяжой, у дзяцінстве вы пераехалі сюды, ты ўпітаў усю культуру, мову Беларусі, і ты таксама ўжо можаш сябе адчуваць беларусам, значыць, ты ўваходзіш у гэтую нацыю. Да, вот ты сейчас как раз хорошо подметила, что впитал в себя обычаи, Культуру обычаи, нейкія, да, культуры, і да. гісторыю, там, мову, усё ж такі нейкі там менталітэт, ён у нас таксама ёсць і складваецца. Скорее всего, если мы говорим про нацию сейчас, то, скорее всего, нация сейчас — это все-таки некоторая система ценностей, то есть некоторый образ... То есть гэта не тое там месца, дзе ты нарадзіўся, И даже это не твой внешний не выгляд. твой знешні выгляд, а это твоё адчуванне. Як ты сябе адчуваеш і да якой культуры ты сябе больш там ставіш, той Мгм. так
ты сам вырашаеш, якой ты нацыі. Да, и это Да якой довольно... нацыі да сябе ставіць. И в этом плане прикольно время, в котором мы находимся, оно довольно интересно, потому что, условно, если раньше мы берем, даже 100 лет назад, когда не было не было такого развитой коммуникации, не было интернета, то все-таки твоя нация это довольно случайный элемент. То есть наше рождение довольно случайный элемент. Непонятно, кто из сперматозоидов там был и как это все было. Но непонятно, где мы родились. То есть, получается, наша нация ограничена место нашего рождения. То есть я там родился здесь, меня воспитали здесь, значит, я такой, я же не могу сказать, что я там, например, не знаю, китаец по национальности. Это будет, очевидно, странно, и я действительно там не китаец, а может быть, я им хочу быть. И тогда, банально 100 лет назад, этого не могло произойти. То есть моя национальность была определена сходу. И оттуда все и пошло, что нужно любить свою родину и так далее, и так далее. Сейчас ситуация меняется, потому что, в принципе, более-менее коммуникация развита между странами, между Пожыўшы ў людьми. Беларусі, ты такі типа, а я, можа быць, хачу быць кітайцам. Сабраўся, паехаў у Кітай, табе падышоў іх менталітэт, у цэлым ты з імі ўжываешся, і ўжо там праз некалькі гадоў ты можаш сказаць, што у мяне новая нацыя. На самом деле, да, то есть я теперь принадлежу к другой нации. Так у меня есть знакомый, и так много людей поступает, например, со Францией. Он всегда говорил, что он прям француз. Он вообще не француз, он не говорил ни слова по-французски, когда мы с ним были знакомы. Но он говорил, что он француз, он поедет во Францию, по итогу ему это удалось, он переехал и получил гражданство. И с Францией есть один интересный момент, что там ты становишься членом нации, когда принимаешь их гражданство. И это причем не просто. У них не очень легко получить гражданство, ты должен как минимум в совершенстве знать язык. Действительно в совершенстве. Французский не самый легкий, стандартизированный, боже, какое сложное слово. Их общий французский язык, он не такой легкий, нужно знать историю Франции, то есть стандартно нужно, как ты проходишь. Но у них после этого ты становишься членом французской нации. Твое место рождения здесь не особо важно. Важен твой вклад в культуру и то, что ты ей владеешь, то есть ты ее уже транслируешь. Прыкладна мы зразумелі, што такое нацыя, што зараз гэта такое самаадчуванне хутчэй за ўсё. Тады навошта нам патрэбна нацыянальная ідэя? Я лічу сябе дастаткова прагрэсіўным чалавекам. Чаму нельга пазбавіцца ад гэтых нацый, нацыянальных ідэяў і жыць у касмапалітычным свеце? Тогда твоя нация будет космополитична. Ты будешь себя определять как космополита. У цэлым такое можа здарыцца, што вось планета Зямля, мы такие все, опа, мы земляне. Мы не делим себе на белорусов, там, немцев, французов, американцев. Мы земляне. Может да, такое быть? Это прекрасно, особенно в мечтах. Нет, это на самом деле очень странно. То есть, если бы такое могло быть, оно, наверное, бы уже и было. Но люди, как ты видишь, не склонны дружить, скажем так, не склонны избавляться от своей какой-то инаковости. Они склонны все равно себя разделять, сепарировать. И это нормально, мы ищем свою индивидуальность в этом мире. У нас есть огромный культурный пласт, уже несколько тысяч лет мы можем опираться на всю историю человечества, и мы можем выбрать, кем мы можем быть. То есть сейчас у нас уникальная практика, в отличие от всего, что было до нас. Мы можем выбирать все, что угодно. Нам уже никто особо навязать ничего не может, потому что есть интернет. Окей, навошта нам патрэбна нацыянальная ідэя? Чаму мы яе шукаем, а знайсці не можам? Хоць колькі ўжо гадоў шукаецца беларуская нацыянальная ідэя. Калі па-сур'ёзнаму, овер да хера гадоў мы шукаем нацыянальную беларускую ідэю, а не можам знайсці. Чаму? Возможно, потому что мы хотим найти то, чего нет. Мы хотим найти что-то из прошлого. Вот что мы знаем под белорусской нацией? Мы там говорим, ее нет. Есть там, предположим, есть братские народы, а вот ее нет. И это, кстати, будет утверждение довольно верное, потому что действительно нации в общем плане, если мы ориентируемся на понимание, которое было лет 100 назад, 50 даже, то действительно мы не найдем определение белорусской нации. У нас будет общий народ с Россией, Украиной. Это вполне себе нормальный тезис. Другое дело, что мы уже не живем 50 лет назад. Довольно сильно все поменялось, мы живем в другом мире, где основное все-таки смещение идет на личный выбор каждого человека. То есть с пропагандой уже тяжело работать. Идет личный выбор каждого человека, кем он себя хочет ощущать, и он сам себе отвечает на вопрос, зачем ему это нужно. То есть я вполне могу сказать, мне не нужна нация, и потом каждый день говорить, что она мне не нужна, и думать о ней. То есть раз у меня уже такой вопрос есть, значит, оно мне зачем-то нужно. Значит, зачем-то мне нужно это определять, нужно... И кроме того, мне такой вопрос даже ты задаешь, значит, нужно об этом подумать. Он же не с пустого места возник. Атрымліваецца, што праблема беларускай нацыянальнай ідэі это тое, што яе ўсё шукаюць, а яе трэба ствараць. Таму што шукаць у мінулым асоба... тут таксама ёсць такі момант. Давай.
Як казаў адзін беларускі класік, Ага. калі ты забудзеш сваіх продкаў, то ты згубіш сябе. Кто старое помянет, тому глаз вон. Нет, никто ж не То просит... есть трэба абапірацца на вопыт прошлай, ведаць гісторыю, успрымаць Мгм. яе цалкам, але менавіта беларускую нацыянальную ідэю сучасную. У цэлым жа ж у нас атрымліваецца Беларусь гэта маладая дзяржава, ну Как независимая, як да. незалежная дзяржава, да, менавіта гэта маладая дзяржава, толькі 30 гадоў, таму шукаць беларускую нацыянальную ідэю ў складзе того ж Савецкага Саюза, Мгм. ВКЛ трошачкі нелагічна, таму што там же ж атрымліваецца ўжо была як бы іншая нацыя. Потому што мы зразумелі, што нацыя гэта такое слово, якое падстрайваецца пад час. Даже под время и под определенные нужды, и под того, кто... И под каму государство, гэта где это патрэбна, говорилось, да. Таму атрымліваецца праблема беларускай нацыянальнай ідэі ў том, што мы ўсе рыемся ў мінулым, шукаем там ліцвіны, русіны, саветы, камуністы, Мгм. хто там яшчэ быў, Все, дрыгавічы, крывічы, першая стаянка. Гипербореи, арийцы, да. Так, неандертальцы, тупіковая ветка эвалюцыі. Нашы, да. Усё гэта наша гісторыя, яе трэба ўспрымаць цалкам і на выснове гэтага ўсяго прыдумваць самім, ну, умоўна кажучы, Так- сесці і прыдумаць беларускую нацыянальную ідэю. Причем, да, вот это сейчас многим кажется странным, что ее просто выдумать. Ну, а как нации, как бы, собственно, как они делались? Нации придумывались. Придумывался фольклор, придумывались мифы. Это все было придумано вот когда появилось, собственно, слово «нация». Начал собираться в Германии те же братья Гримм. Они начали собирать сказки, собирать предания. В Ирландии, ну, самый, наверное, частый пример, не в Ирландии, в Шотландии, это кельтский Гомер Оссиан. Он был придуман в то время, Мгм. но выдан как будто бы за прошлое. Люди начинают находить и искать какие-то свои корни и так далее. Они перекраивали историю под себя, вписывая свои несуществующих предков в эту историю. Опять же, тогда это было понятно, зачем это нужно. Нужно было объединить людей на основе общей идеи. И тогда вопрос, зачем нам национальная идея сейчас? Разве для объединения людей? В принципе, да. Только нам не нужно искать это объединение где-то в прошлом. Вот мы часто говорим, это как вопрос, что вот были, если человек пришел от обезьяны, то почему сейчас обезьяны в людей не превращаются? Это моё любімае пытанне. У праваслаўным лагеры такое заўсёды пыталі. И это, ну, как бы интересный это вопрос, почему нации сейчас как-то не возникают? Ну, калі ўжо так разбірацца, то мы можам стварыць сваю нацыю. Ну, Почему умоўна нет? кажучы, выдзеліцца, да, вось будзе нацыя годна. Годная нация. да. Годная нацыя, ствараем сваю нацыю. Учитывая Партыя будзе. Учитывая то, что, в принципе, то, что к чему пришло гуманитарные науки, это к тому, что нация — это воображаемое, абстрактное сообщество, почему мы не можем его изобрести, учитывая, что у нас есть довольно большой культурный материал? То есть, как бы мы не игнорировали, то есть там Беларуси не существует, но есть сборник белорусских сказок, и он собирался в то же время, когда собирались немецкие сказки братьями Гримм. То есть примерно то же самое было. Беларусь постоянно возникает как какая-то повестка, то есть все время хотят объединиться, будучи под Российской империей, под Польшей, под чем угодно, Беларусь пытается выделиться. То, что у нее не было какого-то госуправления, ну, то есть какой-то отдельной политической организации, не означает, что нет нации. Сейчас? Гэта называецца самасць. Беларусы, яны самастойныя, незалежна ад таго, пад кім мы. Такое слово пад кім. Пад Сначала- кім мы беларусы. Сначала мы под кем-то, а потом мы над кем-то. Ну, незалежна ад Ага. таго, у якіх умовах мы былі, мы заўсёды прыкладна разумелі, што вось мы нейкая адзіная супольнасць, як бы Мгм. мы ні называлі. У нейкі перыяд это былі тутэйшыя, там, калісьці... Не, тутэйшыя, там... Ладно, неважно, тутэйшыя. Режем. Калісьці, да, это там ліцвіны, хтосьці дзяліў сябе на русінах, але ўсё роўна адчувалі сябе адзінай супольнасцю. Потым мы ўсё ж такі выдзеліліся ў вось гэтую незалежную дзяржаву, і з гэтым трэба зараз штосьці рабіць. Мгм. У цэлым, табе не здаецца, што у нас ёсць нейкая нацыянальная ідэя, вось на выснове чаго аб'ядноўваюцца беларусы зараз? М. Менавіта калі разглядаць не тое, што за 30 вось гадоў, асабліва там вось нейкія там апошнія гадоў 5,
Не ведаю, можна так сказаць, нацыянальны вызваленчы рух падняўся. Мгм. Ну, у цэлым, што вось беларусы пачалі так як-то аб'яднацца, о, мы беларусы, пра нас там пачалі пісаць. І мы пачалі самі сябе ўсведамляць, вось мы беларусы, мы рэальныя, мы існуем, мы там не палякі, не рускія, там ніхто, мы вось менавіта беларусы. І нейкая ідэя-то ў галавах людзей яна ёсць. Ну, то есть на выснове, ну, як бы атрымліваецца, што усе вось, як беларуская нацыянальная ідэя, беларусы-коцікі. Проблема здесь в том, что вот даже этот национальный рух, я не знаю, опять же, можно ли так говорить, но как это сказать, да, короче, ну, в любом случае движение, которое говорит за белорусскость, за Беларусь, если ты говоришь, что нация должна объединять, то оно как раз больше разъединяет, потому что оно вызывает больше споров. И это действительно, история будет вызывать много споров. Мы будем прослеживать, это было с этой стороны или с этой стороны. Ты правильно говорила, мы можем просто историю принять, и все. И, возможно, нам стоит объединяться не на каких-то не искать нашу национальность в прошлом, нацию, национальность, что угодно, как мы это называем, определять для себя как угодно. Нужно ее стоит не искать не в прошлом, а где-то в будущем. То есть ее нужно делать, если мы будем ее делать уже сейчас, то, возможно, в будущем мы сможем ее достичь. Это как бы стандарт. Боже, я нічога не разумею. А хто яшчэ нічога не Нормально. разумее, Поднимите руки, да? падыміце рукі, да, напішыце ў каментарыі. Хто-нибудь зразумеў, што такое беларуская нацыянальная ідэя, як яе стварыць? Я не зразумела. Што такое нацыя? Нацыя, яна мімікрыруе пад абставіны. Ну, по факту, само слово нацыя, яна мімікрыруе, Возникает в конкретных ситуациях пад абставіны нейкія, пад час і так далей. Нацыянальную ідэю не трэба шукаць дзесьці там у мінулым, і трэба ведаць і прымаць сваю гісторыю цалкам, пачынаючы там ад першай стаянкі ў вёсцы Юравіча 130 000 гадоў назад і да нашых дзён. І вось на выснове ўсяго гэтага, арыентыруясь у будучыню, светлую будучыню Беларусі, трэба ствараць сваю нацыянальную ідэю. Да, вопрос, только еще вопрос в потребности этого. То есть, не нужно говорить, что это нужно делать всем. Возможно, кто-то будет просто жить и одним своим образом жизни транслировать какие-то определенные ценности. То есть, там, условно, я хочу чего-то, и я это делаю. Я могу даже не ориентироваться. Просто вось мне ў цэлым не зразумела, як бы абстрагіруемся, ў краіне і так дафіга нейкіх праблем, а мы тут пошук нацыянальнай ідэі, ну типа нахіра нам гэтая нацыянальная ідэя, давайте вырашаць штосьці зараз. Так вось пытанне, нахіра нам нацыянальная ідэя? Навошта? Она нужна, но вопрос в том, что для чего мы ее хотим сделать? Чтобы чему-то противопоставить, как это обычно делается, то есть мы с чем-то ее хотим подставить под обстоятельства, либо мы хотим ее создать для себя. И это нам нужно. Самое простое, наверное, что можно сказать про национальную идею, то, что если у человека распадается национальная идентичность, то начинает возобладать довольно архаичная, племенная, родовая идентичность, этническая, и она тогда атомизирует общество. Общество разделяется. Атомизирует? Атомизирует, разделяет на атомы. Я ж хімік, до речі. Да. В общем, тогда общество начинает поляризовываться и разделяться довольно сильно. И тогда, самый стандартный вывод, это возникает коррупция, столкновения, люди перестают нормально общаться, возникают некоторые маленькие отделенные группки. То есть, по сути, как все происходит как в школьном классе, когда начинается переменка. Описал в Беларуси зараз. Когда происходит, то есть все уходят с урока на переменку и распадаются по маленьким группкам. Вот происходит такое, когда нет какой-то общей идеи, куда бы все смотрели. Условно, вот все смотрят на доску, все это тогда говорят. И атрымліваецца, што зараз праблема такая, што у нас сабраўты так і падзялілася, што адныя глядзяць у Савецкі Саюз, другія глядзяць у ВКЛ, і мы раз'ядноўваемся, і гэта ненармальна. Так не патрэбна быць, мы ж усё ж такі ўсе беларусы, і трэба штосьці такое, што б аб'ядноўвала ўсіх. Напрыклад, мы беларусы, і беларусы гэта стан душы. Беларуская нацыянальная ідэя — стан душы, душевнасць. Да я не знаю, мне кажется, здесь проблема в самой национальной идее, то есть что это такое. Опять же, повторюсь, мне кажется, не стоит это ориентироваться вот там на ВКЛ, на ВКЛ, на прошлый, на Советский Союз. Да, может быть, вам это больше нравилось. Но, тем не менее, если мы примем, что нацию не стоит определять как через политическое образование, особенно прошлого, а как какую-то систему ценностей, которую каждый человек, который осознает себя частью какого-то поколения, вписанного в определенную страну, будет транслировать
транслировать не тем, что я говорю, что я хороший человек, а потом иду кого-то бью. Нет. А транслировать своими поступками и действиями, целой своей жизнью, то есть образом мысли. Вот тогда это и будет национальная идея. И нам сейчас важно, наверное, ее зафиксировать, чтобы зафиксировать так, чтобы каждый человек, который, каждый, кто себя хочет с этим соотносить, мог увидеть в себе эти черты и понять, то, что, в принципе, да. То есть почему там нужно этого стесняться, либо как-то себя перекраивать. То, что, если я поступаю определенным образом, и у меня есть какие-то ценности, значит, я могу считать себя белорусом. И значит, я по этому принципу могу взаимодействовать с другими людьми и считать их тоже белорусами, и не ожидать от них чего-то плохого. То есть это, принцип объединения намного больший, чем просто по физической привлекательности, скажем так, либо по какому-то там этническому признаку, опять же. По чему-то такому. Это, более высокий уровень самосознания общества, если мы будем так говорить. Поэтому часто связывается почему с гражданским обществом, с гражданственностью. Ну тут яшчэ будзе такая праблема. Не здаецца табе, што каб прыняць, што нацыянальная ідэя гэта сістэма нейкіх каштоўнасцей менавіта чалавечых, то есть не гістарычных, а вось зараз нашых чалавечых нейкіх унутраных каштоўнасцей. Не здаецца табе, што людзі яшчэ не дээвалюцыяніравалі да такога стану, каб гэта прыняць? Мне здаецца, проста прасцей сказаць, што я там ліцвін з ВКЛ, чым прыняць, што я там зараз хорошы чалавек, умоўна кажучы. Так же ж прасцей для сябе проста там нацыя камуністаў, раней было лепей, і вось з гэтым жыць, чым прыняць, што трэба самому змяняцца, трэба самому штосьці ў сябе мяняць, каб гэта прыняць і ісці далей. Проблема в том, что «я коммунист, и раньше было лучше» не отвечает на вопросы современности, где нужно думать, то есть где задаются совершенно другие вызовы и другие вопросы решаются сейчас. То есть мы все-таки уже не в том поле находимся, мы имеем доступ к информации намного большей, и, мы, в принципе, обладаем, вот как ты говорила, космополитичностью. Мы обладаем, в принципе, этой космополитичностью в каком-то мере, потому что мы знаем новости. Новости — это всюду. У нас есть огромный поток информации, и важно уметь в ней ориентироваться и правильно ее сопоставлять. То есть вот ты говоришь, я согласен, довольно сложно выделить себе какие-то черты, систему ценностей, и сказать то, что вот, в принципе, по этой системе ценностей я подхожу. Но нас к этому, скажем так, практически вынуждает современный мир. Нас вынуждают в этой информации ориентироваться, нас вынуждают правильно разбираться, отличать правду от лжи. Раньше люди, они могли этим не заниматься, мы могли просто, мы, люди, могли жить в деревне, говорить, что я тутейший, все, моя хата с краю, условно. То есть могли прожить жизнь полностью в одном месте. Потом место расширилось, это уже стало, предположим, государство могло переезжать, и больше ничего не знать. И было нормально. Сейчас мы, к сожалению, поставлены перед таким выбором, что мы не можем себе этого позволить. Мы не можем оградиться, закрыть уши, и, то есть мы в любом случае мы это впитываем и растем. Мы растем, когда еще мы были маленькими, мы впитываем эту информацию, растем, и мы уже живем в мире, в котором есть и слово «нация», и нужно определяться, и понятно, что определение, что там я коммунист и все, недостаточно теперь маленькому ребенку даже в будущем. Оно не решает проблем. Да, я могу говорить полностью, что я там коммунист и так далее, но это не решит проблем. В Советском Союзе было лучше, и что? У меня в любом случае... Мы зараз уже не ў Савецкім Саюзе, давайте думать, что рабіць далей. Я могу сепарироваться от всех, но это это ничего не сделает. Да? Один буду говорить, или нас будет несколько, будем сидеть это обсуждать. И вот, наверное, в этом сейчас и была проблема национальной белорусской идеи, то, что очень много обсуждалось, где же она. Мы ее искали, вот сидели, обсуждали. Но, возможно, нужно ее просто взять и сделать. То есть, умоўна кажучы, беларуская нацыянальная ідэя гэта унутраныя каштоўнасці і проста па спісу напісаць такія. І калі ты падыходзіш, то ты можаш з упэўненасцю сказаць, што так, я беларус, і гэта моя нацыя. Только выписали, понятное дело, на основе каких-то наблюдений. То есть, да, опять же, тот же исторический материал нам в помощь. Вось это, напрыклад, тая ж беларуская самасць. Што мы заўсёды, не гледзячы там, пад кім мы былі, там, пад Расеяй, пад Польшчай, як любіць казаць, што, але мы ўсё роўна адчувалі, што мы супольнасць людзей, якая там праз час усё роўна нейкія там свае традыцыі, каштоўнасці ў нас яны захаваліся. Да, нам история дает понять, что всё-таки это проявляется. Самасць гэта можна выдзеліць як адзін з пунктаў беларускай нацыянальнай ідэі, по якой можно себе идентифицировать. Учитывая, что мы изначально полиэтническое, то почему бы нет? То есть мы можем себя идентифицировать как белорус, просто ощущение того, что я белорус. То есть, может быть, я себе это объясняю, потому что я здесь родился. Окей, но если у меня нет потребности ее менять, то да, я белорус и все. То есть ты представляешься как за границей, то, что из Беларуси. Твое право, да.
Поэтому почему бы нет? Почему бы не сделать и не найти те, может быть, особенности мышления, и мы не знаем, что мы найдем. О, до речі, я успомнила такий випадок. Ми Мгм. коли з братом відпочивали у Турцію, їздили, і ми там у продавачки щось купляли, і я на той період розмовляла ще по-русски, тому що вчилася в університеті. Мгм. Е, Белорусском. Да, університет заставив мене розмовляти по-русски, як би це страшно не гучало. Вось, і там продавачка, вона почула, що ми розмовляємо по-русски, і вона нас питає, типа, а ви откуль? Ну, типа, ви точно не з Росії? І я, типа, а чому ви так вирішили? Вона каже, Мгм. ну, тому що ви вельми по-доброму розмовляєте. Так, значить, нація зараз нам потрібна для того, щоб ми не розпалися на маленькі кавалочки. Твое любимое сейчас будет слово, чтобы общество не атомизировалось наше, да. То есть, она, наоборот, как-то консолидировалась и объединялась. Мне проблема, і мені здається, що білоруська національна ідея, чому ми не можемо її створити? Бо ми не можемо якби розслабитися, видихнути, типу, мол, все, минуле, це наше минуле, ми його приймаємо, а давайте зараз подумаємо, а ми, білоруси, ми які? Ну, на основі усього, що було. Ми толерантні, ми можемо так про себе сказати, чи ні? Ці вон хаченники тут сидять, ютуб-шоу ведуть. Ці можемо сказати, що ми толерантні. Ну, якби, тому що у мене була така проблема, я її прям вельми відчула у ТикТоку, коли почала вести. Мені писали, що це татарка, ти не білоруска, чому ти розмовляєш по-білоруську. Реально такі люди існують. В этом, извини, что перебью, но в этом как раз-таки и, наверное, и проблема, то, что когда мы ориентируемся на историю, мы говорим, белорусы толерантны. Почему? Потому что, вот в истории так было, у нас как бы и Потому что у школе, я навіть думаю, так и сказали. в школе нам так говорили, и все. И почему мы толерантны? То есть, а что означает быть толерантным? То есть, белорус толерантный, а что это означает? Это, в большинстве своем, да, мы будем не принимать новое. Это довольно консервативно. И это, опять же, нормальная позиция, если ты это понимаешь. То есть, там, условно, я не хочу принимать какой-то там однополые браки, потому что я объясняю это себе. Это тоже своего рода будет толерантность, потому что я буду честен перед собой, я не буду навязывать мнение другим. Я могу их не принимать, но для этого, опять же, есть тогда государство, институты управления и так далее. То есть мы вполне... Этим вопросом нужно всегда задаваться, а не просто в голове зафиксировать толерантный, и пошел. Так а што гэта такое, і магу я сябе лічыць талерантным ці не? Бо я, напрыклад, сябе лічыла талерантным чалавекам, а потым пачала сама сябе лавіць на нейкіх такіх думках і такая, типа, да... Ты не белорус. Ну, это на самом деле, это самовоспитание. То есть вот то, на самом деле, когда мы ищем национальную идею, мы занимаемся самовоспитанием. Мы действительно по-другому начинаем трактовать некоторые ценности. Потому что я уверен, даже в России, когда они принимают закон против однополых браков и гей-пропаганды, они тоже занимаются воспитанием. Они для себя толерантность определяют вот так. Ни одно государство не скажет, что оно не толерантно. Они будут определять для себя толерантность вот так. Их право. Но, может быть, и нам нужно как-то определить и зафиксировать тогда в голове, что это такое. Это будет самовоспитание. То есть мы действительно поймем, что да, вот так есть, это мы наше. такие, і гэта трэба прыняць. Угу. Тут уже другі момант. А не будзе такога, што на нейкіх этапах самаідэнтыфікацыі, ну, вось гэтага пошуку прыняцця і апісання, якія мы беларусы, частка людзей будзе не пагаджацца, і на гэтым могуць быць канфлікты. Ну, мы ж шукаем нацыянальную ідэю, якая аб'ядноўвала б усіх людзей. То есть тут таксама у нас будуць канфлікты. Так конфликт это в любом случае будет, особенно между поколениями, это понятно, это нормально. Другое дело, чтобы хотя бы такой диалог возникал. Такое яшчэ вострае пытанне, на твою думку, у нацыянальнай ідэі нам патрэбны сімвалы? Ці патрэбны яны нам у цэлым? Вот это, кстати, опять же, интересный вопрос про соотношение нации и государства. В том же Франции триколор, он каждому объясняется человеку, что это означает и почему так. У них, возможно, есть альтернативы, но как минимум такой дискуссии нет, потому что им не нужно. Они удовлетворены тем своим триколором, который есть. У нас есть дискуссия, значит, опять же, это нужно обсуждать. Нужна сама дискуссия, а не просто, что либо так, либо так. Нужно понять, почему был такой символ, почему был такой символ, почему человеку важно. То есть, если, условно, мне важно только как факт протеста придерживаться этому символу, это слабая аргументация. То есть, или как наоборот, я придерживаюсь другому символу просто потому, что я поддерживаю определенную политическую структуру. Это странно, мы не живем тогда, получается, этими символами. Мы их выбираем как, я не знаю, как знак анархии, как, в общем, как какое-то, мы что-то на себе, как бренд. Мы, по сути, надеваем на себя бренд. Логичный вопрос. А кто их будет создавать? То есть, неужели любой человек придет, я там хочу, чтобы был стул или стол? Должна все-таки быть,
как минимум культурная экспертиза. Я потому что- хочу, чтобы было дно. Да, как дно. Вот будет дно, просто дырка будет у нас. Вопрос в том, что символы должны откликаться. Да, но в любом случае, опять же, не стоит говорить, что это понравится абсолютно всем. Кто-то будет в любом случае против, это нормально. То есть мы, ну, не то, что мы большая семья, но всегда кто-то будет недоволен. У сям'і не без урода. Нет, просто кто-то будет недоволен, и это опять же нормально. То есть другое дело, что когда этих недовольных слишком много, вам говорят, что надо делать и так, то это уже возникает некоторый диссонанс. Проблемки такие. Мгм. Чуть-чуть небольшие. В общем, у нас есть два флага, мы предлагаем еще третий. Ну І и на використовувати всякий, усе три. и на всякий случай четвертый еще. Да, і четвертий, коли комусь не сподобається третій стяг у цілим, то ви можете використовувати четверте. І у цілим давайте тоді зробимо так, що кожен чоловік може придумати свій стяг, і це буде лічитися стягом Білорусі. Мой буде ружовий. Круто, каб люди не ділилися по сім, а так наоборот будете ще більше Тогда ділитися. никто никого не опознает, І да. атрымліваецца і так говно і так насрата. Так што ўсё ж такі нам патрэбен нейкія Некоторый общий нейкія символ. сімвалы агульныя і сцяг усё ж такі нам патрэбна атрымліваецца. Если мы себя ассоциируем как белорусы, то мы, как мы выяснили, ассоциировали еще в самом начале. Вообще, что мы обсуждаем, непонятно. Да. Мы ассоциируемся с белорусами, этого достаточно. Да, нам все-таки этот символ нужен, как минимум, опять же, это вызов мира вокруг. Мир требует от нас, и у нас действительно есть потребность в флаге. Зараз, калі просто вось мы арыентуемся на сучаснасць, то калі зараз прыняць нейкі трэці новы сцяг і сімвалы, то гэта ніяк не дапаможа. Это будет что-то новое, и да, это Это никак. ніяк не дапаможа. То есть гэта мы ўжо глядзім на будучыню. Гэта не значит, что мы зараз Это будет действительно длинный процесс, причем не только, даже не сколько политический, сколько это надо будет выбирать непосредственно, сколько и для людей это нужно будет образовывать, люди должны понимать, зачем это нужно. То есть мы будем заново создавать не сколько даже сам символ, сколько восприятие символа. Окей, зараз будзе такое самае класнае пытанне. Мне яно падабаецца больш за ўсё. Да. Беларусы і расейцы адзін народ. Украинцы еще. Да, я прабачце, забыла пра маларосаў, маіх украінцаў, тры адзінства народа. Народ адзін мы. А государство-то 3. Таму трэба аб'ядноўвацца. Ну вот как-то никто особо не спешит. Да, может быть, для кого-то мы, конечно, и один народ, только все, что есть в этом мире, говорит против. Есть 3 языка. Как бы кто ни говорил, но есть белорусский, русский, украинский языки. Это 3 разных языка. Если мы посмотрим на, вот мы говорим, Россия это что? Это какой из народов? Русские, татары, может быть, чеченцы. Кто это? Или мы говорим только русские? То есть русские считаются... У цэлым вось гэтае слова рускія, мне здаецца, зараз не вельмі актуальна, таму што вось расейцы, у іх жа шмат нацыянальнасцей, можна ж так сказаць? Русские считаются титульной Шмат нацией. этнасаў у іх, як бы... Национальности, это национальности, да. Шмат нацыянальнасцей, і ў цэлым, як бы, тэрмін рускія, гэта, мне здаецца, што крыўдзіць, наадварот, тых людзей, якія ў Расіі, але там нетыповыя рускія, блондины, там, Вот, да, такие блакитными русские. вачыма. Они считаются типа титульной нацией, вроде как, в зависимости от того, кто как определяет, потому что это странно определять титульную нацию, учитывая, что они федерация. Это странно определять в один народ, потому что, опять же, откуда это возникло, почему? То есть всегда, вот опять же мы говорили, даже в истории Беларусь как-то возникала постоянно как новая. Под Россией она была не то чтобы всегда, это было отдельное государство. Если мы берем... Да, рэчы, пад Расіяй мы былі не так ужо і доўга, калі Если мы глядзець нашу гістарычны шлях. В какой-то момент полностью. и мы были интервентами для них, поэтому тоже странно так выделять. Скорее всего, это... если мы так говорим, то мы принимаем амбиции практически, наверное, имперской России. То есть империя всегда все принимает под себя. Это будет один народ. В любом случае. В Римской империи так было. То есть они принимали всех. В себя это один народ. Неважно, где ты. Откуда ты в принципе, мог оставаться условно галлом. Ты принимаешь римскую культуру Римской империи. Ты теперь становишься гражданином Римской империи. Ты принимаешь их язык, определенную систему ценностей, культуру, все, ты их. И они поэтому, в принципе, их влияние был весь мир. Вот, в принципе, с той же вероятностью можно сказать, что не только Россия, Беларусь, Украина один народ, а, в принципе, весь мир один народ. Весь свет, да. Это один народ. Это вот ровно с той же позиции.
Просто да, если ответить на вопрос, откуда вообще тогда эта идея пошла, то есть если по нашей же логике, то есть и эта же идея есть, значит, у нее есть какой-то... Да, действительно, у нее есть претензия. Эта идея возникла в определенный исторический момент, когда нужно было контролировать определенному государству всю Ну, эту гэта территорию. падчас расійскай імперыі было. К сожалению, у них это до сих пор. А. До сих пор это вот чаяние Великой Российской империи в собирании земель. Вот у них собирание земель идет до сих пор. И все, кто включаются, идут как один общий народ. Пусть думают, что хотят. Абстрагіруемся ад усей гэтай сітуяцыі. Как бы ты хотела, чтобы Беларусь видели в мире? Вот если это бренд, с чем он себя должен Да ассоциироваться? рэчы, гэта вельмі крутое пытанне. Як хочацца, каб Беларусь бачылі ў свеце. Раз есть такая магчымасць, раз мы показалі, што у нас есть такія крутыя спецыялісты ў IT-сферы, і я заўсёды, зразумела, што Японія гэта трошкі типа і іншы прыклад, але хочацца, каб Беларусь Было как в Японии. была IT-краінай. Сапраўднай IT-краінай. То есть, дарэчы, а чаму не? У нас же ж мозговитые люди, але хромае то, что няма грошей. Не знаю, не IT-единым. Вот не знаю, я бы как раз-таки, мне бы хотелось, если бы уже говорить про меня, я отвечаю за всю белорусскую нацию, мне больше бы хотелось, чтобы это было какое-то культурное воплощение, то есть нас бы знали как белорусскую культуру, как деятелей культуры, возможно, как писателей. И да, IT — это классно с экономической точки зрения, то есть я бесспорно согласен, что это мы должны интегрироваться, если мы имеем в виду мировую экономику, всякое такое, через этот сектор, главное, через развитие всей Беларуси, чтобы это не было, что вот есть IT-сектор, у Менску, а ўсё есть астатняе... деревни, и которые, к сожалению, плохо, и люди оттуда уезжают. По роботу у кожны дом. Беларусь Да. будучыні. Белорусская национальная идея. По роботу в каждый дом. Нормально. Да, и это, чтобы это действительно было очень хорошее образование, которое, к сожалению, мы сейчас не можем им гордиться. У нас есть очень много крутых специалистов, и это говорит не о нашей системе большего образования, а о людях, которые, несмотря на все препоны, учатся и достигают каких-то действительно высот в мировом, даже мировое признание. Это говорит об этих людях. И сколько таких людей еще могло бы быть, если бы они не были сломлены, как-то раздавлены всей, собственно, системой образования. Возможно, стоит это сделать как-то получше, по-новому. И мне бы хотелось, чтобы как раз-таки Белоруссия ассоциировалась с, как бы это сейчас странно не прозвучало, как страна очень хороших идей, как какой-то генератор этих идей. Беларусь — краіна годных ідэй. Я хочу, каб у Беларусі гучала беларуская мова. Мне бы хотелось, чтобы, если вот я живу в государстве Беларусь, чтобы у этого государства был белорусский язык. То есть, чтобы полностью, условно, дело производства, даже какие-то символы, передачи, все, что связано с государством, стояло с белорусским языком, не с русским. Потому что это выходит действительно странно. Общение на любом, да хоть на английском можно общаться. Дарэчы, было б ідэальна, вось Беларусь будучыні, да, каб у нас у будучыні людзі размаўлялі там паміж сабой па-беларуску, ведалі рускую мову, ведалі ангельскую мову і кітайскую. Я помню, как-то был в аэропорту, и там был парень, он, лет, может, 15, и он такой сидит, говорит что-то на русском языке, потом говорит, что на украинском языке, и он спрашивает у мамы: «Мам, а я, когда говорю по-русски, я русский? Когда по-украински, я украинец». Это ведь так? Мама сказала, что нет, он всегда украинец. Ты приходишь у вялікую карпорацыю, кажаш, што ты беларус, і калі ты прыходзіш у Гугаль, калі ты прыходзіш у Гугаль, яны адразу табе кажуць: калі ласка, працуйце ў нас. Я усміхаюсь, но я не жартую. Так вось, прыходзіш ты у некую там карпорацыю і кажаш: я беларус, і вось у іх у камп'ютары, так як Беларусь IT-краіна, яна зрабіла такую праграму для ўсяго свету, всплывае акенца: ты беларус, а гэта значыць ты які. Мне бы хотелось, чтобы, если говорить о Беларуси, чтобы это ассоциировалось с каким-то нестереотипным мышлением, как бы сейчас не прозвучало, с очень свободным мышлением. И вот именно в плане свободы, то есть способность к принятию чего-то нового. Это не все нации к этому готовы, многие считаются консервативными, справедливо. Мне бы хотелось, чтобы все-таки Беларусь ассоциировалась с принятием чем-то новым, то есть с хорошим принятием чего-то новым, с быстрым приспособлением к чему-то новому. Это довольно хорошо. То есть с тем, что способны воспринимать новое, способны это впитывать в себя, перерабатывать и выдавать какой-то новый продукт, исходя из новой полученной информации. Вот это, наверное, основная черта, которую мне хотелось бы видеть в этом окошке.
Дарэчы, да, ёсць такі стэрэатып. Не ведаю, наколькі гэта стэрэатып, наколькі не. Зараз ты, можа, і паспрачаешся са мной. Стэрэатып, што беларусы гэта вясковыя. Тыповы беларус, хто гэта? Гэта селянін у полі, у беларускім нацыянальным касцюме, з вусамі, з шапкай, вышыванкай, хацела сказаць, з шапкай з саломы і ў лаптях. Вот когда мы говорили, вот приходишь ты в Google, и у тебя вот такое описание выдается. Ці возьмуць Да. такога беларуса на працу? І бульбу есть. Это очень странный стереотип. Ну, он основан, как я понимаю, на нашей белорусской деревенской поэзии. И это, да, классно, только не только у нас была деревенская поэзия, она была у всех. Вообще у всех. То, что у нас она была хорошая, не означает, что все белорусы такие. Нет, мы живем в другом мире, у нас города, большая часть у нас городов, даже сельское хозяйство, мы от него уже не так сильно зависим. И, ну, скорее всего, даже вообще не зависим. У нас все-таки сейчас IT-сектор. И опять же, нам теперь говорить, что мы полностью... Да, в какой-то момент, период времени, сельским хозяйством действительно это была основная задача, как основным занятием почти у всего населения. Но сейчас нам надо говорить, что мы все айтишники, то есть Беларусь — страна айтишников, которые сидят за компьютером. Вряд ли, не знаю. Вот про тутейшесть она ничего не объясняет. Круто сказать то, что был такой период, и действительно выделать как какое-то отдельное самосознание тутейшесть. Ну, это просто раней, прабач, таксама, што перабіваю, Нічого. раней было, што там а ты хто? Не беларус, а я тутэйшы. Там, напрыклад, я там з Тураўшчыны, я тураўчанін. А Беларусь — гэта Менск, гэта там дзесьці там. Так вот в Это этом не плане мы. круто взять это самоощущение, что оно из себя представляет. То есть если тутейший — это условное уважение к месту, где ты родился, то да, бесспорно, это классный, ну да, это классный стереотип, который нужно продвигать, но не нужно им защищаться от всего мира. То есть ты можешь его сохранить, тутейшесть в себе. И это никак не ограничивает твои взаимосвязи с миром, не нужно ограничиваться этим. Божачкі, як складана з вамі, з філосафамі, канешне. І ўсім тых, хто меў смеласць, адвагу і чэсць нас даглядзець, даслухаць, вельмі вялікая вам павага і дзякуй. Надеюсь, вам есть теперь о чем подумать вечером, обсудить, Так, как и і мы. што самае цікавае, калі у вас ёсць нейкія свае думкі, прапановы беларускай нацыянальнай ідэі, можа вы як-то бачыце нас, беларусаў, крутых, класных, новых па-іншаму, пішыце ў каментарыі. Дарэчы, зараз сур'ёзна, стаўце патэльню ў каментарыях, мы будзем смажыць дранікі і есці іх у пошуку нацыянальнай беларускай ідэі. Да, если у вас остались вопросы, то пишите, мы, может быть, когда-нибудь на них сможем ответить.